Минздрав Таджикистана приступил к переговорам с коллегами из России по вопросу приобретения российской вакцины против коронавируса. Планируется, что первым прививку получат больные сахарным диабетом, астматики, медики и пограничники. И потом во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное – жизнь и здоровье людей. Всего в мире заражено 38 миллионов 372 тысячи 765. Выздоровело 28 миллионов 538 тысяч 929. Погибло от коронавируса 1 092 013. И чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни. В Таджикистане заражено 10 297, за сутки 37. Выздоровело 9 177, погибло 70. Вирус никуда не делся. Имейте это в виду и попросить их соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Как только ВОЗ объявила о пандемии COVID-19, российские ученые сразу принялись за разработку вакцины. В Национальном центре имени Гамалеи векторную двухкомпонентную вакцину сперва испытали на грызунах и приматах, а после прививки сделали нескольким группам добровольцев. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. На данный момент в России разрабатываются и проходят клинические исследования 3 вакцины от коронавируса. Безопасности и по эффективности они не должны уступать друг другу. Первую в мире вакцину от коронавируса назвали «Спутник Ви». Ви от слова «вакцина», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. Сегодняшнее событие как-никак столь же мирового значения. Сегодня То, что происходит, и вторая волна, о которой так много говорят, это, в принципе, естественный ход событий. И осведомленность о новой вакцине президент объяснил еще и тем, что одна из его дочерей тоже приняла участие в эксперименте, сделав такую прививку. после чувствовать себя хорошо и титры высокие. Вакцину надо как можно быстрее масштабировать и быстрее выпускать. Первую часть вакцины сделали около 6 тысяч человек, и абсолютное большинство из них чувствует себя хорошо. Второй компонент прививки усиливает иммунный ответ, полученный после первого введения. Применение вакцины воспитывает так называемую иммунологическую память. И человек, который вакцинирован, это справедливо, например, для большинства респираторных инфекций, он даже если через какое-то время заболеет, там ослабнет иммунитет, забудет, он никогда не умрет от этой болезни. Спутник Ви уже попробовали на себе Собянин и Шойгу, препарат запустили в гражданский оборот, пробные партии поступили в регионы России. Вот ноябрь месяц вакцина будет уже в широком доступе, и ей можно будет воспользоваться там не в наших дружественных там государствах, таких как Таджикистан. Активно проходят клинические исследования еще одной вакцины против коронавируса. Ее разработал Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Назвали «Эпивак Корона». Этот препарат создаст иммунитет от заболевания минимум на полгода. Российская Федерация там будет вакциной делиться. Третью вакцину разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Препарат проходит клинические исследования на базе медучреждений Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска. На самом деле, дай бог всем здоровья и в прямом смысле, и в экономическом, Да, конечно, безусловно. конечно.